Если ты собрался в путь и дорогу тебе перебежал заяц, возвращайся домой, пути не будет. Если от твоей тропы с правой стороны взлетел ворон, к добру, слева жди плохих вестей. Вы когда-нибудь задумывались над такими приметами? Наверное, нет. А вот для наших предков, коми-зырян, это было неотъемлемой частью науки жизни. На любой случай были свои приметы и знаки. Что же касается животных, каждая из них имела свое символическое значение. Это березовый сувель, он растет на стволе. Надо его ошкурить, чтобы вот так вот, чтобы он был без коры. Затем выпиливается грубая заготовка. Она доводится до такого состояния, и как только она высохла, мы уже ее доводим до окончательной формы. Леонид Макаров вырезает солонку-утицу. Сейчас подобного рода изделия в качестве элемента декора встретишь нечасто. А вот еще несколько десятилетий назад утварь в виде водоплавающих была обязательной частью быта. Кроме солонок вырезались скобкари, ковши, лопасти прялок, флюгера. И это неспроста. Утки-солонки, в которых подавали соль на стол. Такой предмет был традиционен. Он имел обрядовое, ритуальное назначение. То есть такую солонку в основном вырезал отец и дарил дочери в день свадьбы. Она символизировала продолжение рода. Вот эта солонка – тот артефакт, который бытовал у нас в Ударском районе. Я думаю, что вот этой солонке, наверное, лет 150. Утицы, вот эти деревянные ковши из капа, которые были сделаны тысячелетия назад, там с какого-нибудь горбуновского торфяника, которые найдены, и сравнить их, допустим, с утицами коми, которые делали еще в начале прошлого века там, или в 19 веке, они мало отличаются друг от друга. То есть вот эти вот тысячелетия, которые прошли, да, вот изобразительный ряд, они не изменились совершенно. Можно говорить, что утка имела такое глобальное символическое значение, потому что она олицетворяла с собой силы, которые отвечают за пространство вокруг человека. Утка, или если взять шире, водоплавающие птицы, считаются первоисточником жизни на Земле. Если верить одному из мифов, вначале была тьма, и на фоне этого мрака плавала утка. Она снесла 6 яиц, из которых 4 уронила в пучину океана, а из 2 оставшихся появились боги-демиурги – Йен и Омаль, которые сотворили мир. В других версиях о сотворении мира Йен предстает в виде лебедя, а Омаль – Гагары. Когда в мире ничего не было, кроме первичного океана непонятно какого-то, то есть это вода, то ли это пар, то ли это туман какой-то. И вот Бог отделил воду от неба, и решили доставать они землю. Вначале ныряет Гагара, еле-еле достает до дна, начинает выходить, и все время там падает вверх. Когда ныряет лебедь, Гагара начинает кричать, и поверхность океана покрывается льдом. Тогда лебедь снизу начинает издавать громкие звуки, лед раскалывается. И в конце концов, значит, они достают кусочек ила, Йен начинает дуть на эту землю, и вот так вот появляется в виде острова небольшого там, земля, которая потихоньку начинает разрастаться. Если в христианской религии ковчег собирали всех животных, а кто не вместился в этот ковчег, те погибли, то в данном случае утка, она выступает как некий ковчег, который перспектива развития. То есть сначала была утка, из нее произошло все живое. Она потенциал для развития жизни. Людей, животных, всех. Она в неком таком океане, то ли космос, то ли вода. И она является символом триединого мира, потому что она может нырять под водой, ходить по земле и летать в воздухе. Художник-этнофутурист Юрий Лисовский много общается с учеными, фольклористами и этнографами, изучает мифологию коми. Свое понимание мироустройства древних коми он вкладывает в картины.
Потом божества начинают творить природу, растения, животных. На этом уровне уже у Коми не просто Бог один, Йен, начинает все творить, а его брат Омель. И поскольку оценочный плюс-минус добро-зло у человека, получается, что Йен творит полезных животных, дичь, птиц, а Омель, темная сторона Бога, начинает творить хищных животных, чтобы они уничтожали промысловых, куницу, горностая, росомаху. Бог смотрит и подправляет немного. Ладно, если развелось столько зверей таких, значит, которые едят полезных, пусть они тоже станут добычей для человека. Йен вторично маркирует творение Омеля. С одной стороны, передвигает их в добрую для человека сторону, а с другой стороны, как-то нейтрализует вред, который наносит его брат. На картине показана некая битва, где Йен и Омель соревнуются между собой. Йен перевоплотился в медведя, показан трехмерный мир, где боги стоят на щуках, и происходит некая битва между добром и злом, но в Коме братья Демиурги, они, скорее всего, не бились, они работали в созидании, творили миры, соревновались между собой. Сотворчество некое такое происходило. Йен, он все маркирует, везде ставит свой какой-то знак. Обычно знак этот связан с цветовыми параметрами, то есть белый, красный. Когда создавал боровую дичь, рябчиков, глухарей, Омель говорит, я тоже там что-то такое сделал, но у нас, говорит, перемешаются, перепутаются. Но Йен говорит, я сразу отметина сделал, чтобы они не перепутались. Позвали своих птиц каждый, прилетели, значит, рябчики, терева, глухари, и у всех брови красные. Йен их отметил, ни одной птицы Омеля нет. Рябчик был первоначально создан огромным, как корова. И он летал там с шумом, там, деревья валились. И грохот стоял, когда взлетал рябчик. И однажды Илья Пророк, там, или Йен по другим вариантам, ехал по лесу, и вдруг из-под копыт лошади там взлетел рябчик. И лошадь перевернулась, и Илья Пророк упал на землю. На самом деле не Илья Пророк, конечно, Йен. Йен проклял рябчика и сказал, отныне ты будешь не больше своего желудка. И рябчик стал маленький. Как Йен создал пчелу. Говорит, пчела, шмель будет, они будут мед делать для человека. А Омель, я, говорит, чтобы человеку досаждали и тебе досаждали, сотворю всякий мелкий гнус, комаров, ос, шишни, оводов всяких слепней. И пусть, говорит, человеку мешают. Ну и создал. Бог в своей деревянной избушке живет. И вот налетели всякие насекомые, стали жалить, кусать. Бог тогда всех этих жалящих насекомых проклял, говорит, пусть вы будете жить где-нибудь в темных ямах, на болотах. И тогда же он придумал дымоку. У Коми больше почтения, с одной стороны, выказывалось животным крупным, сильным, от кого больше пользы за один раз, и мясо побольше, и шкуры. С другой стороны, они относились с уважением к достойному противнику. Поэтому в мифологических текстах чаще всего встречается медведь. О том, как появился медведь. Есть очень древние мифы, которые для уральских народов вообще характерны, что медведь – сын Бога или первое творение Бога. Есть мифы о том, как человек превратился в первого медведя. Пошел в лес человек, разделся, воткнул нож в пень, кувыркнулся и превратился в медведя. Стал бродить по лесу, кто-то взял нож, вытащил, взял себе. И говорят, что если в медведя человек превращается, нельзя вот это трогать, потому что обратно он в человека превратиться не может. И вот так, говорит, появился первый медведь. Самым сильным себя считал. Он ел людей, он убивал их. И тогда Бог решил его наказать. И послал Николая Угодника по одной из версий, по другой. Это сам Йен спускается, рубит дерево тогда, и вот в расщеп вколачивает там клин. Медведь любопытный был, подошел к нему и спросил, что ты там делаешь? Да вот там что там делаю, посмотри руку. Он лапу туда засунул, вытащил клин и вот прищемил. Начал его бить и говорить, что вот ты не будешь никогда больше есть людей. Медведь упрашивает там 3 дня всего в году и говорит, что да, я никогда не буду есть людей, но ты дай мне тогда 5-й палец. У него 4 всего пальца.
хорошо, я тебе дам 5-й палец, но тогда я собаке дам крылья. Они-то на том и решили, что он с 4 пальцами остался и нападает на людей только 14 сентября. Встречаются сюжеты, что женщина какая-то пошла там или девушка по ягоды, по грибы. Медведь встретился, утащил в свою берлогу. Через год где-то удалось женщине это убежать от медведя. Но после этого родила какого-то странного ребенка. Или там мохнатого, или там очень здорового, крепкого. Знаменитый этот наш календарь, там 2 точки отсчета, лось и медведь, они символизируют зимний период и весенне-летний период. Если лось символизирует осенний-зимний период, то медведь символизирует весенний-летний такой период. Получается, что медведь догоняет всегда лося, он его убивает, и период заканчивается. Ну, например, убийством лося заканчивается зимний период, начинается весенний. Образ копытного, образ лося, он очень архаичный. Наиболее сильное такое выражение имеет в изделиях фермерского звериного стиля, которые были там с 5 по 9 век вот на нашей территории Коми и Прикамья. Вот смотрите, вот эти люди-лоси, это как раз движение солнца. Ящер – это потусторонний мир. После того, как солнце заходит, он попадает вот в потусторонний мир ящера, выходит потом на восходе. Олень северный. Приходит олень, значит, приходит весна, приходит солнце, и жизнь пробуждается. К волкам очень уважительно относились, ну, почтительно, скажем так, потому что они охотятся семьями, тоже группами большими. Они так же, как люди, артельной охотой занимаются. И вот считается, что они с одной стороны конкуренты, а с другой стороны такие соперники достойные. Волки появились от того, что колдуна не почтили, и он свадьбу заколдовал. И гости все разбежались и стали волками. В свадебном обряде есть такое предписание, что надо опасаться колдуна, потому что он может именно вот во время свадьбы превратить свадебный поезд в волков. Поэтому в свадебном обряде обязательно была фигура колдуна. Он назывался «Отрубающий хвост Башкиралыч». Он охранял свадебный поезд. Рыба, она символизирует в Коми материальный мир. Часто бывает, что в пермском зверином стиле на боку, допустим, щуки, показаны маленькие рыбки. Это наполненность материального мира. Когда ловили щуку, спарывали там животные, оттуда вываривалась еще куча рыбы всякой. Ну, если так логически подумать, то та рыба, которая вывалилась, она тоже имеет еще меньше рыб. Это некий такой символ наполненности мира. Йен, значит, создал всех рыб, ершей, окушков, всех отметил. Окуни, ерши с красными глазами, с полосками. Каждой рыбе дал свой какой-то знак, а щуку взяла ломань. Пусть, говорит, рыбу есть, создание Йена, пусть пищей ей будет. Ну, Йен посмотрел, говорит, ну, как-то нехорошо получается. Все, говорит, мои творения, а тут Омель взял и создал что-то свое. Пусть, говорит, щука тоже моей будет. И взял, вложил в голову щуки крест. Есть там одна косточка, она крестообразной формы такой. Бог отметил, чтобы щука тоже его считала. Щука почему-то считалась у всех священная нечистая рыба. С одной стороны сильная, щучьи челюсти всегда вот хранились на божнице, а с другой стороны к ней было такое недоверчивое отношение еще. Поскольку животные наделялись магической силой, считалось, что и их отдельные части обладают функцией оберега. Сильное животное и после смерти начинает охранять того, кто его добыл. Медведь, если его добыли, может ожить до того момента, пока у него целые клыки. И поэтому в первую очередь выбивали клыки, после этого снимали шкуру, разрезали сердце крест-накрест обычно, чтобы медведь не вскочил, не наказал. Все это с обрядами, с извинениями, с угощениями.
А клыки послужили в качестве оберега. Их ижемские оленеводы до сих пор на тасму сзади подвешивают. Или медвежьи когти прикрепляют к ремню. Кто-то от нечистой силы, говорит. Кто-то, говорит, от зверей спасает. Кто-то говорит, чтобы поясница, говорит, не болела. Медвежьи когти вместо погремушек использовались в колыбели у ижемцев. Утка, она использовалась даже в строительной обрядности. Когда строили дом, крыло утки закладывали под первый венец. Кость в грудной части утки они закладывали за божницу. То есть это своеобразный оберег от всего дурного, от сглаза, от всего. Волчий клык то же самое. На поясе носят. Если волчий клык есть у знахаря, то этого знахаря никто одолеть не может. Волчьим хвостом заметали следы, или свои, или если не очень хороший человек приходил домой, чтобы больше дорогу не нашел. Если что-то где-то пропало и было подозрение, что украли, могли вора найти с помощью волчьих жил. Брали волчьи жилы или волчью лапу, кидали на раскаленную сковородку и читали заговор. Как эта лапа скручивается, так же пусть у вора руки скручиваются. Смотрели потом, парализовало, не парализовало там кого-то из односельчан или соседей. В Тыгинском Швадаре, дедушка рассказывал, мы нашли у него на божнице вместе с иконами стоит целая банка вот, щучьих челюстей, вот, собрана на серпинь. Он пользуется этим набором. У охотника всегда с собой одна косточка, его есть. Мало ли вдруг собака окажется сглаженной, перестает лаять или еще что-то, сразу возникает подозрение на то, чтобы ее испортили. И вот достаточно такой простой магический обряд. Прокалывает щучьими зубьями нос. Может считаться заговор, но он просто «Отче наш» вычитывал и, говорит, 3 раза кровь немножко пустит, и все. Собака там поскудела, и вроде все наладилось. Поскольку щучьи зубы, они еще и в несколько рядов, то и встречаются в каких-то заговорных текстах, когда болезнь заговаривают или там от кого-то там заговариваются, защищаются. В мифологии Коми сохранились тексты не только о диких зверях, но и о домашних питомцах. Кстати, у Коми существовало некое гендерное разделение. Считалось, что конь и собака находятся чисто в мужской сфере, а вот за кошкой и коровой ухаживать должна только женщина. Из домашних животных самым таким почитаемым, конечно, была корова. Она, во-первых, имела значение древнего солнечного и связана всегда была с женской линией, да, с женским началом. Раньше коров доили все, кому не лень. Подходили, просто дергали за соски, набирали молоко, и однажды корова исчезла. Кинулись ее искать, не могли найти. Хозяйка пошла в лес и вышла к ней навстречу Богородица, сказала, что вот тебе корова, отныне ты будешь за ней ухаживать, ты будешь только ее доить. С тех пор мужчины к корове не приближаются, это женское животное. Если конь там мужское животное, то корова женская чисто. По отношению к корове соблюдалось огромное количество обрядов. От коровы зависела судьба семьи. Она кормилица. Когда начиналась семья новая, девушке обязательно в приданое давали тёлку. Причем вот эта вот тёлка имела корни в семье матери. Мать получала корову тоже от своих. То есть коровий род не прерывался. Куча была ритуалов. Вода коров, новый хлеб. Переступала она через поезд. Как ее приобщали к домовому. Домовой должен был с ней познакомиться, должен был ее беречь. Вот эти вот архаичные представления, они ведь дошли до наших дней. И когда мы произносим то или иное слово, мы даже не думаем, что вот это слово имеет более древнее значение. Например, почему в молодежном сленге девушку называют тёлка? Потому что древнее значение девушка-тёлка, оно сохранилось в свадебном обряде в традиционном. Христианский свадебный обряд, он корнями уходит к этим архаичным представлениям, когда девушка обозначалась символом копытного животного, до нас дошло уже в значении молодежного сленга. Когда сваха заходила в христианский дом, свататься, да, она говорила, у вас есть тёлка, у нас есть молодой человек. Почему собаку не пускают в дом? Когда Йен создал человека,
Он оставил ее подсушиваться и ушел куда-то по своим делам, а собаку оставил ее охранять. Омель напустил холод, собака замерзла, собака была голая, без шерсти. И Омель сказал, говорит, давай, я говорит, тебе дам шерсть, а ты мне покажи, что там Ен сотворил. Собака пустила, Омель оплевал его, сморкал этого человека и ушел. Когда Ен пришел, он увидел такое, что создали с человеком, он его вывернул так наизнанку. И эта скверна Омеля осталась у человека внутри, а собаку проклял и сказал, что отныне тебя в дом не будут пускать больше. И вот она уличное животное, мужское, а кошка наоборот. Кошку создает Омель, чтобы она вредила человеку. Но Йен переманивает ее к себе с тем, что он дает ей шерсть, и кошка привилегированное положение в доме имеет. Она по печи ходит там везде, ей дают молоко, в отличие от собаки, которая там совершенно по-другому относится. Нельзя было обижать. Считалось, что если женщина ударила или пнула там кошку, корову как-то обидела, а мужик, допустим, коня сильно бил, на том свете эти животные будут встречать их на переправе через огненную речку. Там перекинут мост небольшой или жердина. И вот когда человек будет переходить на тот свет, эти животные не будут его пускать. Мужику ни в коем случае нельзя было убивать свою собаку собственными руками. Считалось, что потом 4 поколения его потомков не смогут собаку держать, не будут там умирать от болезней, теряться, пропадать. Основой традиционного мировоззрения народа Коми была тесная взаимосвязь человека, общества и природы. Жизнь зырянина напрямую зависела от удачи на охоте и рыболовстве. Отец начал брать меня в лес с 6 лет. Все время чему-то учил. Радует, что охотничьи традиции не остались лишь в памяти историков и этнографов. Михаил Ивашов придерживается той науки, которую завещал ему его отец – почтительному отношению к любой добыче, независимо от ее ценности. Просишь зверя простить тебе. Говоришь, что не из баловства убил его, а для того, чтобы прокормить семью. Как с хорошим человеком я постоянно разговариваю с природой. Перед охотой прошу дать мне добычу. После говорю ей, чтобы берегла себя от воды, огня и плохих людей, чтобы и в следующем году выводок был хорошим. Лес не прощает издевательств над ним. Нельзя мучить подранков. Бывает, ранишь птицу, но не можешь ее найти. Целую ночь после этого спать не можешь. На следующий день пробуешь ее еще раз найти. Если уж не находим, успокаиваем себя, что ею прокормятся другие хищники. Нельзя брать лишнего от природы. Если тебе хватает на пропитание, оставь птицу для размножения. Это все было вырезано, потом подогнано, чтобы все это открывалось, закрывалось. А там уже фигурки уже как бы они сами рождаются. Это мне не надо их рисовать, ничего, я просто потихонечку так режу, и получается, допустим, там или медведь, там, или что-то еще. Мишка симпатичное животное. И мощное, сильное. Ну, тут такой кропотливый труд, да? Что-то не то дернется, останется Мишка без лапы. Да, может быть. Но это уже в прошлом. Сейчас рука уже набита, и нету лишних движений, как раньше. Изделия в виде животных и дальше продолжают оберегать дома, пусть и мало кто об этом помнит. Мифы и легенды народа Коми обретают вторую жизнь и в современном изобразительном творчестве. Опираясь на мифы, но трактуя их по-своему, этнофутурист Юрий Лисовский, создавая картину, закладывает в нее множество смыслов, сворачивая их в лаконичное изображение, подстраивает поверья северной культуры под сегодняшние культурные запросы.
буду рисовать птицу, которая олицетворяет вот некую мечту или духовное начало. То есть, если я рисую птицу, то я думаю о хорошем. Схожу в лес, скоро наступит лето. Все мечты, которые в будущем воплотятся, я закладываю смысл именно в птицу. То есть я и материализую вот эти желания. Я рисую внутри птицы солярный знак, к примеру, солнце. Есть вот дорожки на деревнях делали из одежды старой, разрывали на лоскутки и ложили на порог. Ну, это некий оберег, который снимает энергетику. Вот я вот на птицу делаю примерно то же самое. Наполняю смыслами хорошей энергии, которая будет потом воздействовать, к примеру, на меня или, допустим, на тех, кто будет видеть эту птицу. Вот эти завитки, вот, которые я рисую, они имеют тоже энергетический аспект. Вот все галактики закручиваются в спирали, цветы растут. Такой птицы как бы и не существует. Я сам выступаю в роли творца, делаю новую птицу. Вот птица, которая наполнена энергией, допустим, любви. В современном мире свои объекты поклонения – валюта, автомобиль, экзотический отдых. Но не стоит забывать о том, что наши предки, охотясь, строя дома, расставляя обереги, заботились в первую очередь о нас с вами. И как дерево засохнет без своих корней, так и мы не достигнем гармонии, не помня о первоисточниках. Жить в ладу с собой и природой, чтить память предков, относиться с уважением к окружающему миру. Такая простая и часто забываемая в мире потребления истина.